Ассаламу алейкум, джигитері кыздар, Бул Каштанов, Менин Каштанов реакшн каналама Кош Келдениздер. И сегодня у нас будет реакция на видео под названием «Реакция детей на бесплатный подарок на улицах Казахстана». Ребят, судя по всему, видео будет, конечно же, безусловно интересное и, наверное, такое сильно эмоциональное. Так что, ребята, запасайтесь носовыми платками, да? Блин, прям такое в ожидании. Наверное, здесь будут эмоции. Это видео, безусловно, будет пробивать на эмоции. Так что, ребята, сразу такой серьезный настрой. Ну и как бы дети, как говорится, цветы нашей жизни. У меня у самого 3 детей, поэтому, ребят, я знаю, о чем я говорю. Так, ребята, прежде чем мы приступим к просмотру, уже по традиции, коп рахмет за то, что подписываетесь на канал, за то, что остаетесь на канале. А кто еще не подписался, ребята, внизу кнопка, проходите, прожимайте. И, конечно же, не забывайте включать колокольчик уведомления. И еще такой момент, ребят, если вы хотите поддержать канал и не знаете, как это сделать, все очень просто. Можно пройтись по всем видео, у кого, конечно же, есть свободное время. Везде понаставить лайки, написать комментарии, что-то типа комментариев в поддержку автора канала. Такой маленький нюанс, комментарий должен быть от 5 слов. Тогда YouTube это засчитывает как за такой полноценный добротный комментарий, который идет в зачет каналу. Так что, ребята, если у кого есть возможность поддержать еще раз, буду безмерно благодарен. Так, все, приступаем. Кэтик. 50 тысяч тенге с просьбой потратить их на детей. Мы решили, не мудрствуя лукаво, зайти в спортивный. Еще раз. Вот буквально недавно к нам пришли 50 тысяч тенге с просьбой потратить их на детей. Мы решили, не мудрствуя лукаво, зайти в спортивный магазин, купить мячи и дарить их деткам в бедных районах. Пойдемте. Так, я знаю, что 5000 рублей это 30 тысяч тенге. 50 это, наверное, 1007 или 8, да? Рублей. Ну, если на наши деньги переводить. Ну, я смотрю, так прям немало мячей закупили. Все-таки на наши 7-8 тысяч рублей вот столько мячей явно не накупишь. Ну, понятно, как бы цены у вас тоже другие. Мне вот все-таки интересно соотношение цен. Любая организация, у вас как бы дешевле получается, да? Прежде чем собирать деньги, должна отчитываться перед теми людьми, которые эти деньги перечисляют, чтобы люди точно знали, куда они были направлены. Балам, бір сыйлық бар саған. Ма, бұл саған. Ребят, я уже не могу это смотреть. Уже прям комок к горлу подкатывает от радости за детей. Да, это всего лишь какой-то мячик, ребят, но, блин, для детей это, наверное, останется какой-то такой глубокий след. Вот по-любому это на всю жизнь останется. Они, возможно, про это даже забудут, что был такой случай. Но отпечаток в их как бы внутреннем мире, безусловно, останется. И потом он прям вот 100% сыграет какую-то положительную роль. Не знаю, наверное, как бы, ну, вера в человечность, в доброту людей и так далее. Это будет на подсознательном уровне, неосознанно. Но вот по-любому это будет. Я убежден в этом. Друзья, мы в одном из магазинов города Астана. В общем, история такая. Хочу поблагодарить зрителей своего канала за то, что вы активно участвуете, смотрите видео. И некоторые для поддержки канала скидывают деньги. Вот буквально недавно к нам пришли 50 тысяч тенге с просьбой потратить их на детей. И мы решили, не мудрствуя лукаво, зайти в спортивный магазин, купить мячи
и дарить их деткам в бедных районах. Пойдемте. Блин, похвальное дело, вообще похвально, просто. Сейчас Слушай. наша задача найти Никиту. Девочки, здравствуйте. Вы Никита? Нет. Нет? А вы Никита? Вы Никита? А, отлично. Вот он, Никита. Но мне почему-то показалось, что вот эти две девушки вместе, это как раз таки и есть Никита. Так что я удивился, почему они не Никита, блин. Вы тоже не Никита? Нет. А, отлично. Ну, это не Никита, а вот Никита. Здрасте. Нормально. Вы замечаете? Нормально. Ага. Вот в такие вот мешки паковали, понятно? Классно. А сколько таких мешков и сколько там в мешке? Мешка, внутри по 15 штук. Отлично, отлично. 2 мешка по 15 штук в каждом. Короче, наша задача, чтобы она на 50 тысяч вышла товару. Мы решили поехать в самые неблагополучные районы и просто так дарить детям мячи. Вот в моем детстве, когда мы выходили на площадку, были моменты, когда мячей не было совсем. Мы ждали того парня, который являлся счастливым обладателем этого кожаного сокровища. Да, и да, сейчас, да, ребят. я думаю, во многих дворах есть такая же проблема. Многие, допустим, из избалованных детей ждут Ламборджини, Феррари. Но в нашей стране очень много ребят, которые, к примеру, просто мечтают о простом мяче. И сейчас мы с вами поедем в эти районы и будем этим ребятам просто так со стороны дарить мяч. А вдруг кто-то из них станет великим футболистом. Обращаясь к меценатам, говорим, смотрите, вот счет на 50 тысяч тенге, который вы перечислили. Я считаю так, что любая организация, которая занимается благотворительностью, прежде чем собирать деньги, должна отчитываться перед теми людьми, которые эти деньги перечисляют, чтобы люди точно знали, куда они были направлены. Ни в карманы, ни на Lexus священника. Ну, красиво сказано. Присоединяюсь к каждому слову. Крутая движуха, ребят, вообще просто прям. Друзья, мы сейчас подъезжаем к одному из самых неблагополучных районов. Это так называемая Чугунка в городе Астана. И здесь прям по центру дворов, в которых в подвале живут крысы, подвалы заняты как бы смердящей жидкостью. Здесь стоит футбольное поле. И такие, знаете, озаренные лица детей. Вот, допустим, один из них идет. Балам, калкалай! Балам, бір сыйлық бар саған. Пацан, я сперва ничего не понял, но естественно. Ма, бұл саған. Сыйлық. Атың кім? Ерхан. Давай, Ерхан. Жақсы футболшы бол. Сейчас вот так. Этому не будем давать, он уже взрослый. Да, вот смотрите, ребят. Вот такими мячами играют дети здесь. Чувствуется, что экономят буквально на всем. Ма, Сахан. Не айту керек. Как дела? А чей это мяч? Твой? Есть предложение одно. А давай поменяемся. Просто такое желание есть. Ладно, тогда на, держи, это подарок тебе. Блин, ну прям футбольное поле такое нормально, покрытие. Ну-ка, набей что-нибудь, давай. Ну сколько набивать? О, красавчик. Нормально, нормально. Вот он, будущий футболист. Давай, успехов. Будь футболистом, молодец. Қанша жыл мына, қанша болды? Жоқ, мен Қашан бұны сатып алып даладан тауып алғам. Даладан тауып алдың ба? Иә. Жақсы ойнайсың ба? Ну-ка, көрсетші маған. Желі жоқса. Ого-го. Ну такой Қандай мячик, доп. да. Давай, обмен жасайық. Видавший виды, что называется. Мен саған мына доп беремін, сен маған мына доп бересің. Келістік па? Давай. Жақсы, екеу қалтыр. Здрасте. Вы здесь живете? Отлично. Тебя как зовут? Даниэл. Даниэл, это тебе подарок.
Мы хотим, чтобы ты стал настоящим футболистом и Казахстан прославлял. Давай. Вы, наверное, помните этот дом. Мы приезжали сюда и показывали, вот, в каких условиях живут люди. Мы еще раз хотим привлечь внимание активных сограждан КСК и показать, вот, что здесь очень много детей, открытые щитки, обваливающаяся штукатурка, ужасные подвалы, заполненные канализационной жидкостью. Тем не менее, здесь растут настоящие спортсмены, которые увлечены футболом. И мы специально хотим, чтобы именно здесь, с этих районов, выросли наши настоящие футболисты, которые прославили бы Казахстан в века. Блин, ну вообще красавчики. Просто, я так понимаю, ну я первый раз смотрю этот канал. Тут ребята и какие-то социальные моменты, да, затрагивают, не только благотворительность, но вот и что касаемо жилья, тут, в принципе, как они и сказали, да, то, что не первый раз здесь. Блин, ну вообще молодцы, конечно, ребята. Еще мне у главного ведущего вот из этих трех мужчин кепка понравилась, вот эта черная, и там такой символ волка, прям вообще круто смотрится. Вся детвора собралась. Ребят, поначалу думал, что видео будет такое немножко сентиментальное, да? Ну, вроде как бы нет, нормально, наоборот, все так на позитиве. Просто радуешься за ребят. И за тех, кто дарит, и за тех, кто получает подарки, кстати. Есім Ақмарал болады. Бүгін менің атамекенім жобасы балаларды қорғау күніне орай сендерге кішігірім енді мереке жасауды ұйымдастыруды жөн көрді. Сегодня проект «Менің атамекенім» вот захотели вам организовать такой маленький праздник. Сегодня вот праздник вам организовывает Азия Парк вот в лице Нургуль. Большое спасибо. Мерует, я Асема, мен атамекеннің атынан. Сиқырға сенесіңдер ма? Енді сондықтан сендерге бүгін біздің еліміздің ең әйгілі футболисттерінің бірі сендерді құттықтап бүгін Дадо деген ағаларың келіп отыр. Соны шақырайық бірінші ортаға, я? Здравствуйте, мальчишки, девчонки, мамы и папы. С праздником вас! Да. Ребята, а кто мне будет помогать, а? Есть помощь? Во, молодец, пойдем, давай скорее, давай, скорее. Я так понимаю, скорее всего, это многодетные семьи, да? Прям как волшебник, давайте похлопаем! Как тебя зовут? Олежа, а ты знаешь, у волшебника что должно быть? Да, правильно, волшебная палочка, верно? А еще что-нибудь должно быть или нет? Все. А? Что еще должно быть? Шляпа с кроликом. Шляпа? Вот ты деловой, где же я теперь шляпу тебе найду? А? Или найдем? У нас же и волшебная палочка есть. Ты видишь, что она волшебная? Точно? Ну, тогда давай проверим. Проверим. Знаешь, что надо будет? Вот надо сказать вот так вот. Ахалай, махалай. Хорошо? Ну-ка, держи. Готов? Махалай. Вот! Опа! Вот такая вот шляпа у тебя будет тогда. Ну, раньше мы с супругом помогали по возможности, направляли деньги на счета больных деток. Вот. Но в этот раз мы решили потратить, первый раз такую более крупную сумму. В первую очередь это связано, конечно, с тем, что сейчас идет священный месяц Рамазан. И мы с супругом вообще планировали позвать гостей, как и многие зовут сейчас на Узашар, на ифтар. Но подумав немного, мы решили, что, поняли, что для наших гостей это будет просто как очередной званый вечер, да? И что мы можем найти как-то более достойное применение этим деньгам. Вот. И после этого я предложила мужу
чтобы мы потратили эту сумму на благотворительность. А что эти за ребята? Мне Он меня непонятно. поддержал. Из детского дома, может быть? Потом я начала искать организации в Астане, которые занимаются благотворительностью, у которых есть контакты многодетных семей, которым нужна помощь. Как я и Вот, так я предположил, нашла многодетные Мену семьи. Ребята очень быстро отреагировали, живо так связались с нами. Я им просто озвучила сумму, цели, на которые мы хотим потратить эти деньги. И сказала, что больше всего мы хотим потратить именно на празднование Дня защиты детей, для деток. И так вот получилось, что мы все вместе быстро так организовали, совместными усилиями пришли к этому празднику. Блин, ну что тут сказать? Молодцы. Это прям такой пример, да? Когда помогаешь не на словах, а на деле. Привет, пацаны! Чей мяч? Сен кыма? Доп. Обмен сделаем. Я тебе этот мяч дам, а ты мне тот. Опа, такое. Играй классным мячом. Я думаю, что у тебя большое будущее. Давай, Тебя как зовут? А то вот курсит манана. Доп. Ой, О, бұл не? ну да. Давай. Ну теперь у них 2 мяча. Кто первый попадет, тому приз. Гол! Молодец. Держи, это тебе подарок. Оригинал. Спасибо всем. Ага. Тебе в жизни когда-нибудь кто-нибудь бесплатный мяч дарил? Нет. Это первый раз, поздравляю. Сен атын кім? Круто. Азамат. Азамат, сен футболшы боласың ба? Я. Ма, саған сыйлық. Я рахмет. Пацаны, ловите пас. Оп. Можно еще один мяч? Пацаны, это вам. На, подарок. Спасибо. Оп. На, держи. Спасибо. Рахмет. Война. Давай, бреу саған. Ма. На, Сыйлық. пас. Опа! А қай жерде ол? Давайте еще один. Бұл саған сыйлық ал. Рахмет. Рахмет. Да, 5. Прожимаем лайки, ребят. Молодец, молодец. Красавчики. Мы благодарим замечательную семью Мируэрт, которая организовала праздник для детей 1 июня. Кинотеатр Азия Парк, ассоциацию B2B, мороженое Жекас Айс и всех тех, кто чистосердечно отправляет деньги на развитие этого канала. Мы полностью направляем их на благотворительность и публикуем отчет о потраченных средствах. Блин, какой крутой канал, ребят. Вот после просмотра этого видео я подпишусь и поставлю лайк. Давайте хотя бы это сделаем. Все, у кого есть желание как-то поддержать, помимо, как говорится, деньгами, да, можно хотя бы подписаться и поставить лайк. Это будет тоже, пускай маленькая, но помощь в развитии канала. Я сейчас не про свой говорю канал, ну и про свой тоже, конечно же. Ну, давайте поддержим ребят, перейдем на канал, подпишемся. Такое дело, как говорится, должно процветать, расти в масштабах. Сегодня это, сколько там, 30 мячей, завтра будет 100 мячей или еще что-нибудь другое. Друзья, сейчас едем домой очень счастливыми, потому что сегодня как минимум 40 человек испытало крупицу счастья, которую подарили им мы.
И это на самом деле одухотворяет и окрыляет. Как вы видите, команда Меннинга Атамикеном увеличивается. Она растет по всей стране. И если ты хочешь стать одним из нас, пиши об этом на сайт atamikenem.kz. На этом мы прощаемся с вами. Подписывайся на канал. Меня зовут Танир Берген. Увидимся. Пока. Так, ну что, ребят, вы все видели сами. Мужчины просто настоящие джигиты, да? Джигитер, красавчики. Такое дело делают. И опять же, да, поначалу думал, что видео такое будет немножко грустное, такое уже настроился немножко. А тут, блин, оказывается, все как бы на позитиве. И, блин, ну я только этому и рад. И так много вокруг грустного и печального. А это видео как бы так прям подняло настроение. Порадовался прям искренне за ребят, которые получили подарки, и за тех, кто их подарил. Потому что вот когда такие вещи как бы делаешь, ну я как бы по себе это тоже знаю, ты вроде бы как бы, ну если так меркантильно на все это смотреть, да, с точки зрения тупо денег, ну да, ты тратишь деньги, с тебя уходит, но с тебя уходят какие-то вот эти вот, ну такие, ну бумажки, да, в кавычках, но взамен ты получаешь много больше, это эмоции положительный, какой-то заряд, который тебя мотивирует на какие-то дальнейшие действия, поступки. Это идет по-любому, какой-то кармический след оставляет, и волей-неволей у тебя начинает что-то получаться в каких-то таких моментах, от которых ты как бы ну ничего не ждешь, да, и тут бах, что-то где-то получилось, какой-то плюс пришел, неважно какой, дело далеко не только материальный, различные могут быть, приходить плюсы в кавычках, вот, когда делаешь такие добрые дела. Поэтому, ребят, как бы, кто еще думает и раздумывает, а стоит ли посылать деньги, а у меня у самого мало и так далее, без этих 200 тенге, 300 рублей, как в нашем случае, ну, ты проживешь, ничего с тобой не случится, а кому-то эти небольшие деньги помогут. Так что, ребят, я прям всех призываю помогать по возможности, опять же, ну, не обязательно, да, на какие-то сайты, там что-то отсылать или еще что-либо. В Инстаграме без конца всплывают различные страницы, где там дети болеют, нужны дорогостоящие операции. Сам периодически это делаю. Ну, хотя, конечно, о таких вещах не стоит говорить. Как говорится, это все надо делать молча. Но я здесь говорю к тому, что я вроде кого-то призываю, да, а у кого-то возникнет вопрос, а сам ты это делаешь? Да, ребята, я это делаю периодически. И, ну, да, честно, не на регулярной основе, но как только вот какой-то такой момент, где-то я увижу, всплывает какая-то вот эта, опять же, страница, как в Инстаграме, все, тут же какая-то крупица идет с моей стороны. И, ребят, я прям всех и каждого призываю помогать друг другу. Ну, я знаю, что у вас в Казахстане есть такие движения. Я делал реакцию на Асар. Второе слово никак не запомнил. Движение Асар и еще второе слово. Не буду ничего говорить, чтобы там лишнего не ляпнуть или неправильно не произнести, не хочу. Там прям, ну, вообще люди дарят деньги на покупку жилья, блин, это вообще, это просто вышка. Понятно, да, не какую-нибудь там трехкомнатную квартиру в центре, но все же, блин, не те лачуги, которые мы видим в кадре, где люди живут изначально. Поэтому, ребят, да, у вас эти движения тоже есть, и это круто, и пускай они развиваются. Желаю всем этим каналам успеха и дальнейшего роста по всем показателям. Так, ребята, ну все по этому видео. Пишите комментарии, все, что вы думаете, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Всем удачи, пока!